Ну, а с другой стороны, это же библиотека, это же живое пространство, да, ведь, то есть, ну, мне кажется, ничего в этом страшного. Например, там дети закричали, ну, Да. что ж Ну, такого, всякое. мы же в библиотеке, И не в понятно, что мы закрытой в студии. библиотеке сидим. Ирина Владимировна, спасибо вам большое, что вы с нами. Так Это, легче, потому что да, это намного начинаем лучше. ехать. Ну, это намного лучше, потому что вот сейчас эти подключения.
Добрый день, дорогие друзья! Добрый день. В эфире Республиканская детская юношеская библиотека, и мы начинаем презентацию нового просветительского мультимедийного проекта «Весь Батажабай», посвященный столетию бурятского писателя Дашабдана Атбоевича Батажабая. Центр чтения юношеской библиотеки носит имя писателя. И мы эту презентацию проводим в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения». Главная миссия и идея фестиваля – это продвижение национальной книги и творчества писателей Бурятии. Проект реализован при поддержке правительства Республики Бурятия, это грант правительства Республики Бурятия, и при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия. Главная задача нового проекта «Весь Батажабай» – рассказать о творчестве Батажабая, и чтобы это было понятно и доступно молодой аудитории. Для этого в рамках работы, в процессе работы мы провели небольшое исследование, анкетирование, чтобы понять, что интересно молодым пользователям библиотеки, как они относятся и насколько осведомлены в электронных библиотечных ресурсах, что им интересно. И новый проект пользователи ожидают от библиотеки новую форму подачи информации, в основе которой заложены интерактивные мультимедийные форматы, очень популярные, особенно популярные подкасты, видеоистории, занимательные факты, интерактивные викторины и так далее. Также хороший текст, хороший дизайн, верстка и иллюстрации также являются хорошей основой для проекта, в том числе и доступная, понятная навигация в электронном ресурсе. Весь Батажабай – это партнерский проект, и для того, чтобы разными способами рассказать о проекте «Весь Батажабай», о творчестве Батажабая, мы пригласили к сотрудничеству ведущих экспертов, исследователей бурятской литературы, а также молодых, талантливых художников, иллюстраторов, поэтов, писателей, журналистов, ученых и артистов. На презентации мы расскажем о концепции и содержании проекта, мы поговорим с участниками проекта, также объявим результаты и итоги конкурса буктрейлеров и объявим об акции «Памятный читательский билет». Итак, мы начинаем представлять наших гостей и участников. У нас сегодня в гостях в библиотеке Сысыгма Дашабдана Батажабай, дочь писателя. Специально для проекта «Весь Батажабай» мы записали интервью с Сысыгмой Дашабданой. Сысыгма Дашабдана, здравствуйте. 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 Сысыгма Дашабдана, вы посмотрели наш проект? Может быть, у вас было время посмотреть и видео, и подкасты. Скажите, пожалуйста, что вам больше всего понравилось? Мне понравился очень подход, современное видение, подход к творчеству Батажабая методами современными, для меня малознакомыми и незнакомыми. И мне было очень отрадно, что так все интересно, продуктивно преподнесено изучение творчества Батажабая. Обязательно посмотрите интервью в разделе «Подкасты» с Сысыгмой Дашабданой Батажабай. Может быть, вы что-то пожелаете нашим участникам? Я от души, конечно, хочу сказать всем организаторам, участникам этого мероприятия и сказать всем большое спасибо за ваш творческий пыл, за ваше доброе отношение к делу и пожелать всем, конечно, всего самого наилучшего. Спасибо большое, Сысыгма Дашабдана. Мы в прямом эфире, и мы еще вернемся. Сысыгма Дашабдана также являлась членом конкурса жюри буктрейлера по роману «Похищенное счастье» и тоже объявит победителей. Спасибо вам, Сысыгма Дашабдана. А сейчас я хочу передать слово своей коллеге, создателю проекта Сысек Валерьевны Эрдениевой, заведующей отделом проектной деятельности и культурных программ библиотеки. Сысек является куратором проекта, она создавала и наполняла этот сайт, связывалась со всеми нашими партнерами. Приглашаю вас, Сысек, рассказать о проекте.
Мы ждем ССЭК. Сюда. Да? Все? Сейчас я хотела бы вам представить Ирину Владимировну Булгутову. Ирина Владимировна – исследователь бурятской литературы, доктор филологических наук и преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы в БГУ. И для нашего проекта она записала специально 3 лекции о творчестве Дашарадана Агоевича Батажабая. Это лекция о романе «Похищенное счастье», также лекция о драматургии и лекция на бурятском языке на очень сложную тему, которая называется «Психологизм и мастерство портретной характеристики в романе Дашарадана Батажабая». Также Ирина Владимировна, на сайте нашем представлены 2 статьи. Это фрагменты из монографии Ирины Владимировны, которая называется «Художественный мир Дашарадана Батажабая». Вот, и мы оттуда представили 2 фрагмента, в которые раскрывается тема юмор и сатира в творчестве Батажабая, и также эпическое мышление в этом же романе. Вот, и Ирина Владимировна помогла нам подобрать материалы для читок из произведений различных. Вот, Ирина Владимировна, вот вы исследователь бурятской литературы. Как вы думаете, вот мы этот проект создали для того, чтобы популяризировать творчество бурятских классиков наших. Вот как вы думаете, что вот еще необходимо нам делать для того, чтобы как можно больше людей начало читать и изучать бурятскую литературу? Спасибо за вопрос. Я думаю, что это очень хороший и актуальный сегодня вопрос, потому что популяризация бурятской литературы, она, конечно, необходима для развития всей бурятской культуры. И я очень рада, что библиотека имени Батажабая сделала такой вот знаковый, наверное, надо сказать, проект, который показывает, как надо относиться к нашей классике. Но, во-первых, я думаю, что для популяризации бурятской литературы сегодня нужно организовать само чтение, которое ничто не заменит. И для того, чтобы стало больше читателей бурятской литературы, нужно, конечно, чтобы сами мы, читатели, да, научились делиться своими впечатлениями, отзывами. То есть насущная задача сегодня – это развитие литературной критики. То есть это жанры отзывов, да, для начала, чтобы дети прочитали, хотя бы пытались объяснить, что нравится и что не нравится, что понятно, что нет. Это рецензии, да, вот конкурсы рецензий, может быть. Я как по роду профессии принимаю участие как член жюри во многих конференциях, я вижу, когда вот школьники готовят доклады по произведениям бурятских писателей. Если бы юношеская библиотека взяла бы проведение вот таких конференций, есть сегодня только, наверное, вот конференция МАН, где есть секция литературы Бурятии, да, «Сибирская весна». А на других конференциях «Шаг в будущее», когда выделяется, когда нет эта секция. То есть отдельно секцию по литературе Бурятии, включая и бурятских писателей, и русских писателей Бурятии, это было бы, конечно, здорово, что говорится если говорить о популяризации именно Батажабая, в смысле бурятской литературы в целом. Что же касается творчества Батажабая, вот 3-ю лекцию я, конечно, преодолеваю, я же веду на отечественном литературоведении, и студенты у меня учатся русской филологии. Но так как я изучала бурятский язык в школе, я вернулась к тем знаниям и постаралась 3-ю лекцию прочитать на бурятском языке про портрет Батажабая. И там можно увидеть такую черту его творчества, как кинематографичность. Вот эту зримость всех этих образов. И есть вот эта великая мечта всех бурят. До этого, может быть, еще раз хочу ее озвучить, это поставить, конечно, фильм по роману Батажабая «Похищенное счастье». Это было бы очень сегодня современное, интересное кино, потому что оно позволило бы показать, во-первых, место нашей Бурятии, да, вот в мире, оно показано там как центральное место, понимаете, там и Восток, и Тибет, и Монголия, и Китай, и Япония, и Петербург, и Берлин, и Лондон, да, то есть вот с таким
таким, роман с таким хронотопом и с таким глубоким пониманием национального характера, с постановкой вопроса судьбы народа, да, был бы вот с современным прочтением был бы очень интересен. Есть 2 сценария даже, но я думаю, что надо новый сценарий. И озвучивал этот вопрос, вот, в частности, вот, главе Агинского землячества. Сегодня тоже хотелось бы сказать об этом, что это очень кинематографичный роман. Спасибо большое. И вот буктрейлеры как раз, наверное, подготовка вот, да, вот Да. к этому. Мы об этом еще расскажем обязательно. И у меня еще один вопрос. Вот в своих лекциях вы говорили о разнице, да, между оригиналом, то есть работа сама, роман написан на бурятском языке, называется «Тарикдыхан Хубизаян», и о том, что существует разница, да, между переводом и оригинальным текстом. И вот я читала, например, переводной, да, текст, и вот хотела бы узнать, что я могла упустить. Ну, конечно, вот начиная даже, давайте начнем с самого названия, да, вот на русский язык переводится «Торикдан Хувизаян», «Заплутавшее счастье», «Судьба», как «Похищенное счастье». И вот Василий Царынович Найтаков писал «Кто похитил счастье бедняка?», да. А название на бурятском языке уже передает философскую проблематику, да. Во-первых, вот это очень концептуальное понятие «хувизаян», да, вот для бурята это и судьба, и в какой-то степени, наверное, карма, да. Мы говорим не только заян, предопределение, но заяшат, да, то есть те духи, которые нам помогают, да, вот, то есть это понятие хувизаян гораздо шире, и название, конечно же, оно имеет не такую классовую проблематику, да, как в историко-революционном романе, что богатые, плохие, бедные, значит, борются за свое счастье, за свою долю. Это не только историко-революционный роман, это удивительный роман по своей философской глубине, и если именно читать с точки зрения сегодняшнего дня, мы видим, что вот с одной стороны там ламы изображены, да, вот по заданию, идеологическому заданию советского писателя, они как где-то сатирически, может быть, да, где-то высмеиваются, но образ Агвана Тувана Хамбы, прототипом которого был Агван Даржиев, показан все-таки как вершителя судеб, да. И тут, конечно, проявилась на глубинном уровне буддийская философия в понимании толкования человеческой судьбы, выбрав вот это время переломное, сломное. То есть на бурятском языке можно, вот я перечитывала с огромным удовольствием на бурятском языке этот роман, сейчас, когда готовилась к лекциям, конечно, можно увидеть национальную картину мира, можно увидеть, как выразителен и красив бурятский язык, как буряты близки, как они хорошо понимают природный мир, да, вот, и вот это в переводе, к сожалению, конечно, терялось, как известно, что вот, если даже по объему сравнить, да, вот количество страниц на бурятском языке и на русском языке, они существенно отличаются. То есть переводчик все время сокращал и старался под эту модель историко-революционного романа оставить вот этот образ бунта, да, вот, революционную идею, хотя сам роман, конечно, глубже, шире. Он показывает бурятскую ментальность. Ну вот пример, например, в портрете я показывала, там портрет красивой женщины, Жалмы, да, жены главного героя Аламжи, и там есть вот такая черта, немгыхымурл, ну то есть тонкие губы. Значит, и все ждут, когда она скажет слово. А она молчалива, как принято у монголов, да, бурятская женщина, она не должна говорить, когда ее... В общем-то, когда говорят мужчины. И переводчик переводит «пухлые губы». То есть вот эта разница в картине мира, да, то есть для русского читателя пухлые губы, они кажутся вот как, ну, черта женской красоты, а в оригинале они тоненькие губы, да, вот и как раз я рассматривала, как там вот это даже буряты, люди восточные по складу характера, они склонны скрывать свои эмоции, да, и мы видим, как еле заметное движение бровей, еле заметное движение губ передает психологическое состояние. Вот об этом я постаралась в третьей лекции на бурятском языке рассказать. И, конечно же, вот кто-то жалуется, что много непонятных слов. Наоборот, мне, например, кажется, что вот когда читаешь Торикдан Хувизаян на бурятском языке, там все понятно, потому что тебя начинает увлекать сюжет, тебе становятся такие герои живые, да, на бурятском языке, когда читаешь. Такие взаимоотношения, тебя это захватывает, и ты уже не замечаешь понятные слова, непонятные слова в таком потоке. Это увлекательнейшее чтение
Вот. И где-то ты смеешься и радуешься, да, потому что бурятский язык очень такой сочный, меткий, да, и то есть юмор национален. И вот специфику бурятского юмора можно здесь увидеть. Я всегда говорю, что вот эта традиция юмора сатиры бурятская, она проявляется и в театре, вот в любви бурятского зрителя комедии, и даже в том, что сегодняшний КВН, вот команда буряты, допустим, побеждает, и считаю, что это тоже проявление этой традиции, культуры, которая есть. Да, на нашем сайте вы как раз можете прочитать статью про юмор и сатиру в произведениях Доширабдана Батыжабая. И у меня еще один вопрос. Вот в этом году мы все знаем, да, что будет выпущено полное собрание сочинений Доширабдана Атбоевича. И я хотела бы у вас спросить для наших читателей, вот на что стоит обратить внимание в первую очередь, наверное, что стоит, с чего стоит начать. Да. Сегодня, когда мы начинаем читать литературу советского времени, да, мы уже 30 лет прошло, мы уже должны понимать те вещи, которые остались там, и те вещи, которые становятся видны. И мне кажется, это такая вот интерес бурятского писателя к политике, к политической составляющей жизни, да, вот и в самом романе «Похищенное счастье» можно увидеть, да, интерес к политике, и в творчестве тоже. И я очень рада, что, например, пьеса, драма «Катастрофа», которая вот последнее произведение Батыжабая, оно будет опубликовано. Когда я писала диссертацию, я брала вот из архивов Бурятского театра драмы в рукописном виде, видела почерк писателя. Ну и вот то, что опубликуют, и как раз мы увидим, да, что ум восточного писателя, я это и потом у Владимира Гармаева вижу, да, все время, когда ставится проблема судьбы народа, конечно же, возникает вопрос политики, вопрос интерес к власти, к интригам вокруг нее, да, вот такое мышление бурятского писателя. И я думаю, что полное собрание сочинений сегодня интересно еще и тем, что можно увидеть по-новому драматургию Батыжабая, да, потому что сегодня это большая проблема для нашего бурятского театра, это развитие драматургии. Да, вот, чтобы на бурятском языке, да, вот, чтобы это мышление, и мы должны увидеть, как вот уже 50-е, 60-е годы это драматургическое мышление, да, уже есть в бурятской литературе, что это наша традиция, еще раз внимательно прочитать и начинать развивать вот это. Вот такое. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Мы хотели бы выразить вам благодарность за сотрудничество и за ваш вклад в сохранение и исследование творчества Доширабдана Атбоевича. Верла. Спасибо большое. Верла. Кто будет? Итак, дорогие зрители, сейчас я хотела бы пригласить в эфир. У нас будет по видеосвязи с нами Дарима Контакова. Дарима художница, и все иллюстрации, которые вы видите на нашем сайте, выполнила Дарима. Дарима выпускница детской художественной школы имени Мордыгеева, а также она закончила Санкт-Петербургскую академию художеств имени Репина. В этом году Дарима у нас вошла в шорт-лист Международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы, который называется МОРС, да, наши партнеры. Расскажите, Дарима, привет. 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 Меня слышно? Да, отлично, слышно тебя. Сейчас, Дарима, расскажи нам, пожалуйста, понравилось ли тебе работать над нашим проектом? Да, было очень увлекательно. Интересно изучить более глубже каких-то вот новых, ну то есть глубже изучить материал по наших бурятских писателей, то есть как они работают. Дарима, и ты так до этого далее. была знакома с творчеством Доширабдана Атбоевича? Честно говоря, не особо была знакома. Но сейчас тебе захотелось уже прочитать «Похищенное счастье»? Да, нужно будет все-таки выделить время и прочитать. Все-таки там довольно-таки Хорошо. насыщенные герои, события. Скажи, пожалуйста, вот, ну, ты вообще читаешь бурятскую литературу?
последнее, что я читала, это я читала из бурятской литературы, это ГСР. Вот, Ничего когда себе. делала диплом. Здорово. Ну, и мы хотели бы еще раз сказать тебе большое спасибо за эти чудесные иллюстрации. Нам они очень нравятся, и мы представляем, даже это превзошло все наши ожидания. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем тебе успехов. Спасибо большое, я рада была сотрудничать. Надеюсь, что у вас будут также продолжаться работы над какими-то новыми проектами и так далее. Хорошо. Спасибо большое, Дарима. Нет, нет, нет. Да, да. Так, перебивка. Можно? Нет, подожди. Ну, вы можете говорить сейчас. Просто скажите, что сейчас Да, дальше хорошо. будет. Я говорю куда? Уже все идет? Прям так говорите. Хорошо. Так, я с большой радостью хочу и гордостью хочу представить наших следующих участников и участников проекта, партнеров. Булат Лупсанович Аюшеев, поэт-прозаик, главный редактор литературно-художественного журнала «Байкал», и Ольга Владимировна Хандарова, редактор журнала «Байкал», кандидат филологических наук. Сейчас мы с ними выходим на связь, и хочу немножко рассказать о том, что для нас предоставили в рамках проекта Булат Лупсанович и Ольга Владимировна. Вы выходим на связь, да? Булат здесь? Так, ну давайте с Булат Лупсановичем, конечно. Да. Я включаю. Булат Лупсанович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, нас слышно, нас видно. Да. Меня слышно? Да, здравствуйте. Спасибо вам большое за участие. Журнал «Байкал» — это старейший журнал, который выходит у нас в Бурятии с 1947 года. На страницах журнала были опубликовано огромное количество писателей, публиковались огромное количество писателей, поэтов, и в том числе, конечно же, Шабдан Батажабай. И Булат Лупсанович подготовил статью, которая называется «Перечитывая Батажабая». Я бы хотела, чтобы вы немножко рассказали о своей публикации, Булат Лупсанович. Ну, всем здравствуйте. Хорошо слышно? Сначала. Слышно, да? В эфире нормально слышно. Нормально слышно? Да, очень хорошо слышно, Булат Лупсанович, говорите. Ну, на самом деле, конечно, статья, если так ее можно назвать, или размышления, просто мои какие-то о романе «Похищенное счастье», она в работе, и мы, наверное, дадим в 6-м номере и эту статью, и материал подготовлен Ольгой, и материал по годам битва, ну, таким циклом, да, к столетию писателя. А если определить вот, жанр моих записок, то это такие размышления вслух и для себя, потому что я, ну, вот благодаря вам, наверное, перечитал роман, который помню еще с детства. Ну, в общем,
Тут уже говорили о том, как часто мы читаем наших писателей. И я помню, что вот 2 книги, может 2, 3, 4, они как бы, я с ними рос, да, вот «Похищенное счастье», но перевод Тихого Лубко. Потом СССР, это Михаил Степанов переложили. Мне эту книжку тоже подарили в классе 3. И мне очень тогда понравились иллюстрации яркие Гердесова. Вот. И Никитов с его романами. И я скажу, что не я один был такой чтец. Мои друзья, они тоже читали, им все это нравилось. То есть это было чтение, на котором мы выросли. Всю, конечно, бурятскую литературу я не скажу, что я читал. К сожалению, наверное, да. Но вот это вот «Похищенное счастье», оно вот и стало вот той книгой, которая, может быть, где-то даже меня сформировала в чем-то. И я задумался сейчас, как, что и где, да. Ну, об этом я там пишу, потом еще дополню какие-то моменты. Я вот думаю, что это не, ну, это особенно случилось с «Похищенным счастьем». Не очень плохо слышно, Егор. Плохо? Нет, лично мне плохо слышно. Я думаю, что зрителям слышно хорошо, а мне плохо слышно. Ну я поближе, подсяду и погромче буду говорить. Вот в одном из романов, по-моему, это Константина Вагинова, про писателя, у него есть такой роман, в конце которого писатель оказывается внутри своего романа. А «Похищенное счастье» я бы сказал, что особенность этого романа в том, что, на мой взгляд, мы все, ну, в том числе я тоже как бурят-монгол, это очень популярно так говорить, мы находимся внутри этого романа. Я не знаю, как вот это объяснить, но он как-то рифмуется с воспоминаниями, которые у меня есть о детстве, о родителях, о дедушке с бабушкой. Вот. И поэтому иногда вот сложно бывает ведь что-то оценить, понять. Для этого надо выйти, да, за рамки того предмета, о котором собираешься составить книгу. А тут находишься внутри. И мне кажется, для этого еще надо много слов подобрать и много мыслей обдумать. Но тем не менее, я вот там как раз пишу какие-то моменты, которые остались навсегда. Так же, как, в общем-то, и с ГСРом. А с ГСРом было так, что друг, значит, мой школьный друг, у него хранился дома где-то очень бережно, как большой том ГСР на бурятском. Какое издание я сейчас не скажу, но там были такие интересные иллюстрации. В общем, выдержанные в таком стиле, да. Но это не... Я даже не вспомню фамилию художника. И я, конечно, тогда не мог прочитать этот роман, но не роман, говорит, ГСР, вот это издание, видимо, хоть научное издание с иллюстрациями, но картинки меня, конечно, очень поразили. И вот то же самое с «Похищенным счастьем». Вот герои, вот, Джалма, Аланжи, Ван Кумер, они тогда у меня в голове рядом остались с героями мировой литературы, например, там Жан Вальжан, да, или Казет, и так далее, и так далее. Шарль де Кост, Стивен Шпигель. Вот, и я думаю, что вот я об этом, наверное, еще подробнее, может быть, как-то разверну эту тему. Я вот думаю, что пространство этого романа
оно наше пространство. И когда мы говорим о ну, хронотопах применительно, да, к литературе, ну, это такой есть термин литературоведческий, то здесь это вот именно то пространство, в котором, в общем-то, мое сознание сформировано. Да? Мой дедушка тоже паломником ездил в Китай, там, монастырь Утая, и мой отец еще был маленький, и они на подводах, это, наверное, начало 20 века, на подводах добирались. То есть это как бы это мое. Потому что весь же роман развивается в этом направлении. Сначала Навам Чингис, отец Аламжи, да, он караванщик, он ездит в Китай там, и дальше. И потом Аламжи добирается до Тибета. И вот эта вся дорога, она как бы внутри находится вот этого пространства, в котором я чувствую как мое родное, да. Вот. Конечно, я там пытался маленечко пару слов сказать о вот этой о проблеме, то, что сейчас читаться роман, как раньше, не может. Ведь я, как кстати, я сейчас это понимаю, я очень был формирован идеологией, да, а тогда, в общем-то, насаждал, можно даже сказать. Потому что даже когда читал Чехова, мне всегда казалось, что как Чехов не мог понять таких простых вещей, которые он учил да, в школе. Да? О том, и как, что не так в жизни, и почему в жизни зла, и герой все мучает, страдает, ну, ноет, наверное, как говорил Астафьев, что я не люблю. Почему там все ноют, герои? Александр, я прошу прощения, хочу уточнить, хорошо ли слышно вас? Ну я-то себя отлично. Ну, это может найти конфликт у меня. Ну, я, наверное, тогда долго уже говорить не буду, потому что я сейчас могу час Самая говорить. трансляция хорошо. Булат Александрович, я думаю, что я хотела, кстати, сказать, что наш ресурс, электронный ресурс, вы, кстати, успели его посмотреть? Я посмотрел. Да, как вам в целом и в общем? Ну, в Мы целом сейчас очень начнем хорошо, показывать также в аккуратно. прямой трансляции. Да. Я хочу сказать и для вас, и для наших читателей, для пользователей библиотеки, что это ресурс пополняемый, и послушав вас, я думаю, что одна статья это мало, поэтому мы будем ждать от вас еще каких-то публикаций. Я знаю, что декабрьский номер журнала «Байкал» будет посвящен, один из разделов будет посвящен также юбилею Батыжабая, где будет опубликованы и ваша статья, и статья Ольги Владимировны Хандаровой. К сожалению, Ольга Владимировна сейчас не может выйти на связь, но хочу сказать, что обязательно, уважаемые читатели, посмотрите на сайте, или мы пробуем, да, выйти на связь. Да. Булат Лупсанович, спасибо вам большое. Спасибо огромное. Вы слышали? Снова по звуку. Так. И, Егор, я бы хотела показать, наверное, да, как выглядит публикация, да, сайт. Можно так, супер. Так, а Булат Александрович включается, да? Как вообще картинка-то? Вот вы сейчас. Можно говорить? С Ольгой так и не удалось связаться? Можно уже все отлично? А, Слышно, хорошо, здравствуйте. Да, я посмотрела, очень красиво.
Хотелось попросить, чтобы вы рассказали. Хорошо. Ольга Владимировна Хандарова, литературный редактор журнала «Байкал». Ольга Владимировна подготовила для сайта, для проекта статью, публикацию. Это такая хронологическая шкала сотрудничества журнала «Байкал» с Батажабаем. Вот. Да. Так, Егор, вы открыли, да? Так, можно посмотреть. Ольга, можно несколько комментариев по... Да, конечно. Я могу дать комментарий к своему материалу. По задумке я хотела написать какой-то очень лаконичный, емкий, красивый абзац, чтобы был лид, подводка к этому материалу. Сформулировать пока не успела, но я обещаю, что доформулирую. Короткое пояснение. Мне, когда вы предложили приготовить материал для проекта «Весь Батажабай», у меня сразу возникла идея, что, учитывая мою профессиональную деятельность, что я могла бы попробовать показать человека в контексте эпохи, которой он принадлежит. А если мы говорим о бурятской литературе середины XX века, то, конечно, во многом она определяется той атмосферой, которую создавал журнал «Байкал», и через который проходили, конечно, все писатели. Какие-то наиболее значимые публикации, все имена так или иначе были задействованы. И в свое время, когда я занималась своими научными исследованиями, я заметила, что это отражается очень во многих сферах. То есть даже если посмотреть состав коллегии, например, через десятилетия, можно увидеть, как приходили волнами молодые писатели, как была такая ориентация на привлечение тех же авторов, которые являются авторами журнала, которые публикуются в разделе художественной литературы, чтобы они же сами, как участники непосредственно литературного процесса, как организаторы тоже выступали. И мне кажется, в этом есть такая в этом есть логика, в этом есть объяснение какой-то специфики такой национального литературного процесса, есть какое-то понимание того, общественность литературная и культурная училась овладевать языком взаимодействия, выстраивались эти институты и так далее. Я подумала, что, конечно, Батажабай, как фигура значительная, очень крупная в нашей бурятской литературе, может быть таким характерным примером. Мы видим его какие-то начальные публикации, мы видим, когда он входит в состав редколлегии, мы видим, как он отвечает на вопросы анкеты, которая в преддверии декады бурятской недели, в преддверии декады бурятского искусства в Москве проходила, как он появляется в качестве фигурантом в разделе «Критика и библиография» и так далее. И, конечно, в какой-то степени этот путь, он типичен. Тут можно типологию увидеть. И можно представить, что примерно такие же или чуть-чуть похожие, немножко отличающиеся своей линией пути прошли все наши другие крупные писатели. Мне кажется, это очень много говорит об эпохе и о бурятской литературе. Спасибо вам большое, Ольга. Спасибо за этот разговор, за эту встречу. И еще раз повторюсь, что декабрьский номер журнала «Байкал» будет посвящен также столетию Батажабая. Спасибо вам большое. Да, в нашем номере, в 6-м номере 2021 года будет обязательно рубрика, которая посвящена будет юбилею. Где опубликованы будут в том числе и эти материалы. Да. Угу. Спасибо большое, Ольга. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Так, можно сейчас тоже показать раздел подкасты? Мы об этом будем говорить. Так, меня слышно так? Да, слышно. Угу. Не слышно, тихо. Слышно? Но я погромче буду говорить. Может, микрофон выключен? Так. Слышно. Тебя просто талант. Может, поставить повыше его? Получше, так не слышно. Так меня слышно? Так, и очень неудобно, если Егор будет показывать, да, мне нужно было, чтобы подкасты, мы сейчас будем включать отрывок подкастов, может быть, я сама? Да. Да, давайте так, да, потому что это очень неудобно, да? Перерывку сделай.
Так, итак, мы продолжаем презентацию. Один из интересных разделов сайта «Весь Батажабай» – это раздел «Подкасты». Специально для этого раздела мы попросили Ирину Владимировну Булгутову подобрать самые интересные отрывки из произведений Батажабая на русском и бурятском языке. И вот посмотрим, например, здесь есть отрывок из романа Дашабдана Батажабая «Турик Дыхан Хубизаян», который читает министр культуры Республики Бурятия Дагаева Селма Буэртуевна. Я сейчас его включу. Так. Hanaga buzal jalma. Onun murun şamayi. Amır murunde avaşı urhu. Amır murun ajın dalaydı ladli urgun yun. Amre urut xav. Xaxı husun dılhe dile yupşu. Jalma. Hanaga buzal. Amır murun şini sithu. Amraja. Nomğın dalaydı şamayi kuşaxı. Тымды хытыде номғырым, хытыде мәрсіхіш. Нараты дылхейді турихін хоби заяғашлы, тынды олыжы мадық түкіш. Жалма, бұл мартары, ағын ғол жарахатейін, оның мұрын мехіші сұрхетейін. Амыр мұрын сошты, аварғы томық зағаны шиябықыда болығы. Номғын далайды, аварығы зағаханешке дайрыл қыда болғы. Тек ябы хыбыши ғазыр дейрі, зобығыны ұлу зобы хыбыш. Ғазыр дейрі турихын хойхыр, мұны хызедіш турих хыбыш. Это, пожалуй, самый пронзительный, трогательный отрывок из романа «Похищенное счастье», где описывается уход Жалмы, героини романа, любимой герой романа Аламжи. Спасибо большое Сама Буэртуевна за сотрудничество. И в разделе «Подкасты» еще один партнерский проект. Это проект с актерами Бурятского республиканского театра кукол «Улигер». Народные артисты Дашир Абданов и Тымбрыл Улзытуев читают отрывки из произведений Дашабдана Бойча Батажабая на бурятском языке. Большое спасибо вам за эту работу, за эти отрывки. Так, я тоже могу показать сейчас это. Сейчас, минутку. Нет, не идет. Покажем. Покажем. Дағайымне, хаптыға саған дағайға, қарын байқадымне, тахилте далам улыңға, талмай малай бәйбілші, ұжым бұл шәрі талышне, олдың шынжың кітімне, орғын күндейін бұл шәрі, олымды табиғам бәйбілші, айғанғын үніртте, ағылып әйқын дағайымне, таряшы малшарып та, турушулар халым бәйбілші. Перебивку сделайте. Сейчас я перебью. Угу.
Здравствуйте, дорогие зрители, еще раз. Сейчас к нам подключится наш коллега из 13-й библиотеки, писатель и поэт Пурбо Дамбиев. Сейчас мы будем ему звонить. Для нашего сайта Пурбо подготовил статью. Мы пригласили его специально для того, чтобы услышать мнение молодого современного писателя, который пишет прямо сейчас, услышать его мнение об Атажабае, о романе «Похищенное счастье». Пурбо написал специально для нас статью, которую вы также можете прочитать на сайте. И сейчас, когда мы с ним свяжемся, он нам расскажет, мы зададим ему пару вопросов. Так. Статьи у нас расположены в подразделе «Материалы». О, Пурбо, привет! Так, я не слышу пока. Меня слышно? Так, да, сейчас я тебя слышу. Привет! Пурбо, я сейчас только что представила тебя нашим зрителям, рассказала, что мы пригласили тебя для того, чтобы написать статью, да, ты сам молодой писатель, поэт, ты пишешь, и мы хотели узнать твое мнение о «Похищенном счастье», которое теперь наши читатели и зрители могут увидеть на нашем сайте. И у меня такой тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, когда ты первый раз прочитал «Похищенное счастье», и какое ты оказал, свое мнение, в общем, об этом? Так. Я очень остерегался именно соглашаться на твое предложение, написать написать, скажем так, твой рассказ, отзыв о Атажабае в целом. Я в целом написал именно об Атажабае. «Похищенное счастье» я читал очень давно, да, в 2014, наверное, году, примерно тогда. Да. Это такое было... У меня было тогда свободное время, и так, я плохо слышу. Я его давно не перечитывал. Так, я не как слышу. Меня слышно? Так, все, слышу. Так, я его очень давно не перечитывал, с 2014 года. Да, перечитать его именно перед твоим, получается, не успел до конца. Да, но я могу рассказать то, что в 2014 году эта книга на меня произвела большое впечатление. То есть я тогда только начал именно пытаться писать, и в целом я хотел анализировать именно, что такого есть в Атажабае, что было бы, наверное, полезно в целом перенять пишущим людям в Бурятии. То есть, наверное, в первую очередь то, что это в целом, мне кажется, именно это было влияние того, что он начинал с пьес, с работы в театре, в бурятской драме. Именно то, как он представляет в целом то, что он пишет. То есть все, что он пишет, в целом можно экранизировать. То есть это очень интересный талант. То есть как он выставляет сцену, как он расписывает именно действия, образ мыслей. Я думаю, что когда он писал, он еще, наверное, представлял, как это можно будет изобразить на сцене театра. Или на тот момент он, наверное, лучше других писателей в Бурятии, он, наверное, был подкован в плане ноу-хау тех времен. То есть, допустим, телевидение. Я не скажу, что он изначально писал сразу под фильм, но, по крайней мере, он мог представлять, как это будет выглядеть, если это снимут в виде фильма. Опять же, он первый писатель, которого экранизировали в Бурятии. То есть «Песня табунщика», она ведь именно написана настолько именно... Она написана по таким законам, что ее в принципе очень легко было экранизировать. Это и такой сюжет незамысловатый, но он держит в напряжении. Очень много каких-то сцен. То есть, если вы прочитаете «Похищенное счастье», там есть именно и сцены борьбы, и сцены погони, и какие-то именно экшн-сцены.
при том, что они размежуются какими-то сценами более спокойными, более медитативными. И вот эти волны экшена и медитативности, они держат напряжение читателя, они не позволяют, в общем-то, читателю отвлечься на что-либо. То есть именно в этом плане Дашарабдан Баттажабай, он именно хороший мастер своего дела. Он профессионал в этом плане большой, в том плане, что он пишет в легком жанре. То есть по большей части он пишет или пьесы, или какие-то детективы, или приключенческие какие-то вещи. Да. Но это вот еще один ключевой момент. Это сейчас самые интересные вещи сейчас пишутся именно в этих жанрах, то есть в жанре легком. То есть большие идеи закладываются в вещи легкого жанра, допустим, в фэнтези, допустим, в какие-то детективы ироничные, то есть и сейчас экранизируют очень, сейчас именно мне хочется думать то, что очень жаль, что вот Баттажабай был тогда, потому что если бы он был сейчас, это было бы его время, то есть он бы сейчас был мега актуален в том плане, что он умеет писать хороший материал для экранизаций. Он умеет, я думаю, что он бы сделал бы отличный сериал какой-нибудь, он бы сделал отличное какое-то игровое кино, да, и при том, что когда он пишет в легком жанре, он закладывает очень важные вещи, очень важные мысли в свои произведения, то есть он делает, наверное, именно его мысли сейчас очень актуальны в том плане, что он говорит о людях, которые могут тебя изменить. И в это, на самом деле, переломное время нужны такая литература, такие вещи, которые будут провозглашать именно возможность человека меняться, возможность быть открытым новым идеям, новым мыслям. То есть его главные герои — это же такие вот, с одной стороны, это практически такие богатыри, то есть они физически очень сильные, они красавцы, они прям бойцы, борцы, и при этом они люди, открытые всему новому, то есть они мечутся постоянно, то к кунфузам, то к красным, то еще к кому-нибудь. В этом плане они готовы воспринять новые мысли, новые идеи. А сейчас как раз это время. И мне поэтому кажется, что Баттажабай, если бы он был сейчас, то это было бы его время. Он бы раскрылся бы так, как никогда бы, наверное, не раскрылся бы. Хотя он тоже жил во времена великих перемен, во времена, когда приходит электричество в города, во времена, когда города становятся больше, когда сельское население перетекает в города. Человек отправился в космос при его жизни. Телевидение, радио, все это вот новое включается в жизнь. Да, я думаю, что он был человеком счастливым в этом плане. Он мог писать, писал то, как хотел и как хотелось ему, я думаю. Потому что он очень много вкладывает каких-то именно мелких фишек, каких-то мелких приемов, которые для него наверняка были важны. И очень много... Это надо читать на самом деле. Я не могу рассказать всего того хорошего, что есть, в общем-то, в этих книгах. Я не скажу, что это мой самый любимый писатель, но он стоит того, чтобы вы его прочитали. Здорово, спасибо большое за твое мнение, Пурбо. И я видела, ты держал книгу переводную, да, книгу? То есть ты читал на русском языке? Да, на русском языке. Хорошо. У нас сейчас курсы бурятского языка, и один из мотиваторов было организация этих курсов, чтобы овладеть языком в такой степени, чтобы прочитать оригинал. Здорово, да, потому что вот я как раз в твоей статье была мысль, да, вывод такой о том, что для того, чтобы развивать свою речь, да, мы вот как раз сейчас многие жалуются на то, что разговорный бурятский становится беднее, и для того, чтобы увеличивать словарный запас на любом языке, нужно больше читать, да, ну и то же самое же с бурятским языком. И вот ты, значит, как вы сказал, уже планируешь, да, на бурятском языке прочитать оригинал? Да. Здорово. А что еще посоветуешь нашим читателям прочитать, ну, для того, чтобы развивать свою речь, так скажем, на бурятском? В чем уникальность момента? На бурятском языке очень много произведений, но есть такое легкое ощущение, что можно еще написать.
что-то написать на русском языке очень тяжело новое, принципиально новое. Но чтобы совершить прорыв, в бурятском языке такая возможность есть, она открыта. Да, то есть очень многое то, что может стать классикой, еще не написано. Но из того, что написано, я, конечно, предлагаю всем прочитать Дандоку Гутуева. Я это предлагаю и буду предлагать, потому что это совсем другой уровень владения языком. Это такая поэтика. Он великий поэт, без кавычек, без каких-то там... Это не просто великий бурятский поэт, и не просто великий поэт России, это действительно большая величина. Хорошо, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, а вот как думаешь, для того, чтобы сейчас появилось вот именно тоже такое большое произведение, как роман-трилогия, да, на бурятском языке, возможно ли это сейчас? Сейчас? К сожалению, нет. У нас нет такого уровня владения языком. Вот это грустный факт. Это так быть не должно, мы должны это менять. Но если исходить из реалий, из текущего момента на бурятском языке сейчас, к сожалению, не может быть большого романа. По крайней мере, потому что не так много людей смогут его осилить. Ну да. На бурятском языке сейчас могут быть великие, на самом деле, стихотворения. Да. Стихотворение человек, в принципе, осилить сможет, а большой роман, я боюсь, что нет. Ну да. Вот поэтому мы всем нашим зрителям советуем читать как можно больше бурятской литературы, таких больших романов, в том числе и «Похищенное счастье». Спасибо большое, Пурбо. Вот спасибо за сотрудничество, и все читайте статью на нашем сайте. Спасибо. Пока. Пока. Так, дорогие зрители, и сейчас я хотела бы вам еще рассказать о наших подкастах. У нас в подкастах есть два интервью. Одно записанное, про которое мы уже с вами говорили, да, это интервью с дочерью писателя самой Батыжабай. И второе интервью – это интервью с актером Булатом Самбиловым. Он исполнял роль Дашрабдана Батыжабая в недавнем спектакле Бурят-театра, который назывался «Детство Шалхур-Абдана», да, и он был написан по автобиографической повести, которая называется Шалхур Абданай Харон, да, то есть это детство Шалхур Абдана, так и переводится. И там как раз интервью брал Вячеслав Иванов, это лингвист, младший научный сотрудник научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН и языковой активист. И, в общем, это видео вышло у нас с двойными субтитрами. Это первый раз мы попробовали это очень здорово, потому что сам Вячеслав с нуля выучил бурятский язык, и он понимает, насколько важны такие детали для того, чтобы самому этот язык, ну, чтобы самому, как сказать, улучшить язык там, для языковой практики и так далее. Поэтому это было достаточно трудно, то есть прописывать все эти субтитры, но мы это сделали, и поэтому мы очень рекомендуем вам посмотреть интервью Вячеслава Иванова, который ему дал актер Булат Самбилов. Интервью на бурятском языке, но вы можете, вот, как я еще раз скажу, посмотреть его с двойными субтитрами на бурятском и на русском языке. Вот. Вячеслав у нас сегодня в экспедиции, без связи, поэтому не смог присоединиться. Мы надеемся, что он приедет, посмотрит наш эфир, поэтому мы передаем ему привет и благодарим за сотрудничество. Скоро на нашем YouTube-канале выйдет также второе интервью, также с двойными субтитрами, которое Вячеслав взял у художницы Натальи Папаевой. И также могу я показать вам сайт. Так, сейчас, секундочку. Он в эфире? Да. Все, да? Да. Хорошо. Так, сейчас еще раз покажу, где у нас подкаст находится. Ну, вот здесь можете так сюда нажать, и вас перекинет. Вот здесь у нас...
вот у нас интервью от Засыгмой Батажабай и вот интервью с Булатом Самбиловым, премьер спектакля детства Шалхур Абдана. Вот. Также мы хотели бы выразить благодарность Георгию Фомину и Елене Калашниковой за сотрудничество. Мы хотели бы, ну, как Инна Владимировна уже сказала, сайт пополняемый, и в ближайшее время в нем появится викторина от Георгия Фомина, который проводит в нашем городе схватки различные, это интеллектуальные игры по принципу «что, где, когда», вы наверняка о них слышали. Викторина, которую сделал Георгий, появится на сайте в ближайшее время. И также я анонсирую тест. У нас появится тест такой развлекательный «Кто ты из героев похищенного счастья». Там вы можете пройти его и понять, кто вам больше подходит. Также на сайте появится статья про супругу Даширабдана Атбоевича Алхамасу Батуевну Батажабай. Появятся воспоминания его друзей и коллег. И мы планируем разместить архивные фотографии и архивные материалы и фотографии. Так. Также я хотела бы вам сейчас показать. Вот на сайте у нас есть раздел, посвященный роману трилогии «Похищенное счастье». И здесь вы можете посмотреть выставку, которую мы открывали в Центре чтения имени Батажабая. Здесь у нас на 3-м этаже выставка. Это совместный проект с колледжем искусств Чайковского. Так. Вот здесь вы можете посмотреть работы студентов, они рисовали героев похищенного счастья, и несколько сцен из романа также изобразили здесь. И так, сейчас можно вернуться назад. Сейчас, секундочку. Сейчас мы вернемся, я покажу вам также, у нас в этом же разделе находится, ну, конкурс вам про него расскажет, находится карта сюжета, которую мы сделали совместно с художницей Саяной Хомановой, с которой мы уже сотрудничали много-много раз. И вот здесь мы создали такую вот карту сюжета. Это не географическая карта, это именно вот карта сюжета. Здесь вы можете проследить за перемещениями главных героев. То есть куда лежал их путь. Вот, например, путь Аламжи лежал из Агинских степей в далекую Лхасу, через Китай и вот обратно домой. Здесь можете проследить пути всех главных героев. Эта карта также у нас есть на сайте. Здесь у нас также есть, смотрите, вот стикер-пак Даширабдан Батажабай, который мы создали также в марте. Мы создали его уже в сотрудничестве с художницей Динарой Сариевой. Вы можете видеть здесь это стикеры с распространенными эмоджи, которые используют люди в переписках между собой. И здесь есть ссылки на то, как скачать стикер-пак себе в Телеграме и в Вайбере. Также у нас есть в виде наклеек, но здесь это уже можно получить только в библиотеке уже лично. И ну вот оригиналы всех работ, конечно, можете посмотреть на нашей библиотеке, уже здесь очно, на 3-м этаже расположена выставка вся. И сейчас я хотела бы рассказать вам об акции, которую наша библиотека сейчас запускает. Это акция «Памятный читательский билет». Вот к юбилею Даширабдана Атбоевича мы выпустили лимитированную коллекцию читательских билетов, где вот вместе с портретом писателя и с героями романа «Похищенное счастье». Эти иллюстрации сделаны для нашего сайта художница Дарима Катакова, с которой мы уже сегодня созванивались. Вот первый у нас получается. Так, я покажу. Это читательский билет. И вот читательский билет с героями похищенного счастья. Вот он такой вот, именной. Приходите в нашу библиотеку в Центр чтения имени Даширабдана Атбоевича Батажабая. Это Ключевская, 23А. И здесь с 22 по 30 ноября вы можете получить вот уникальный читательский билет. Вот. Сейчас записывайтесь в библиотеку, и я хотела бы передать слово своей коллеге Софье, и она как раз расскажет про конкурс буктрейлеров, который у нас проходил. Конкурс у нас
про роман, конкурс, то есть по роману Дашарбдана 5 Батажабая «Похищенное счастье». И сейчас Софья вам все подробно расскажет. Все, спасибо за внимание. Привет! Республиканская детская юношеская библиотека объявляет акцию «Памятный читательский билет». Дашарбдан Батажабайн 100 жылы ойн байыртын зориулыктын има читательский билет бүтөгөт байна. К юбилею писателя библиотека выпустила лимитированную серию читательских билетов с портретом писателя и героями романов «Похищенное счастье». Иймогайхын өөрийн нэртэй уншигшин билетүүдээ мөнөөдрөө ноябрын 30 болтор Дашарбдан Батажабайн нэрэмжтэй намайхан абаха аргатай байнад. Уникальную карту могут получить читатели, записавшиеся в библиотеку с 22 по 30 ноября в Центре чтения имени Дашарбдана Батажабая по адресу улица Ключевская, 23А. Орын захиошин зунжлы байырта намайхан иймогая дурсылгын бүтхүмнүүдэй болдыхын байна. Тихіде Ключевская годымжа 23 хайгар ашажа иймі орын нэртэй уншигшин билет абажа урдикты намудые уншикты. У меня уже такой есть. Приходите, у вас всего 8 дней. Има билет авыкты, ирыкты, но он шужул байты. Добрый день, уважаемые зрители и читатели нашей библиотеки. Меня зовут Софья. Я являюсь куратором конкурса буктрейлеров по роману Дашарбдана Батажабая «Похищенное счастье», который проводила наша библиотека. Конкурс проходил с 1 сентября по 30 октября, и сегодня мы будем подводить итоги. Сейчас я хочу напомнить вам, что такое буктрейлер. Буктрейлер — это небольшой видеоролик, рассказывающий в художественной форме о книге. В нашем конкурсе при создании буктрейлеров можно было использовать видео, иллюстрации, фотографии, также обложки книг. Самим конкурсом мы хотели привлечь внимание к произведению Дашарбдана Атбоевича Батажабая и показать с помощью работ участников его красочность и авантюрность. У нашего конкурса был промо-ролик, который нам подготовила художница и иллюстраторка Саяна Хоманова. На сам конкурс пришло 18 работ, которые оценивали члены жюри. Сейчас я вам их перечислю. Членами жюри были Сейлма Быртуевна Тагаева, министр культуры Республики Бурятия, Сысыгма Дашарабдановна Батажабай, дочь писателя, Александра Саномовна Дугарова, заслуженный художник Республики Бурятии и член Союза художников России, Ирина Владимировна Булгутова, доктор филологических наук и литературовед, Дмитрий Гармаев, руководитель издательского проекта «Бурят-Монгол Ном», дизайнер, кандидат философских наук и организатор фестиваля «Типомания», Баирма Раднаева, главный редактор «Бурят ТВ», и наш генеральный партнер Анна Чифранова, директор Международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «Мастерские Морса», город Москва. И сейчас мы хотели бы пригласить в эфир членов жюри, но Баирма Раднаева не смогла сегодня выйти в эфир и подготовила небольшой видеоролик. Обращение к конкурсантам. Пожалуйста, запустите его. Ничего не говорим. Добрый день, друзья! Недавно поработала в качестве члена жюри в конкурсе буктрейлеров по роману Дашарбдана Батажабая «Похищенное счастье» и была приятно удивлена, какие работы приходили. Очень много было работ, которые мне понравились. Выделить кого-то конкретно я не могу, но была прям поражена, насколько ребята прониклись романом, насколько постарались передать сюжетную линию героев, какие-то перипетии, которые, да, вот в большом романе встречаются. Очень понравились техники исполнения, форматы, стили. Какие-то проекты, мне кажется, даже уже завершенные, и было сложно выбрать лидера, который будет обучаться в мастерских Морса. Вот. Но надеюсь, что наш выбор справедлив. Ребятам всем желаю удачи, все молодцы. Давайте вместе развивать и делать модным, современным наш бурятский язык, бурятскую культуру и литературу.
Большое спасибо Байырме Роднаевой за то, что она подготовила такой видеоотзыв о конкурсных работах, об участниках. Сейчас со мной рядом Сыгма Дашарабдановна, дочь писателя, и я также хочу, чтобы она сказала пару слов о конкурсных работах, о самом конкурсе. Какие у вас впечатления? Вот и позади наш конкурс трейлеров. В августе месяце я даже это слово еще выговорить не могла. После того, как прошел конкурс, мое сердце наполнилось радостью за наших молодых людей, за их творческий такой огромный потенциал, с какой любовью и пониманием отнеслись вот к этому мероприятию. И было очень отрадно, что участвовало и старшее поколение, да, участвовали в работе и ребятишки, были использованы всевозможные возможности, да, и видеоролика, и всякие техники, да, новые, которые у нас есть. И кого отдельно выделить, ну, я никак не могу, но так как надо было оценивать, мы, соответственно, оценили. И хочу сказать, что я всех участников хочу поздравить с тем, что этот конкурс закончился. Вы все молодцы, все работы были достойные, но все-таки у нас есть победители. Спасибо большое. И сейчас для объявления победителей я хочу пригласить Анну Чифранову. Она, как я уже говорила, директор международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС из города Москва, и также наш генеральный партнер, так как главными призами конкурса у нас являются сертификаты на онлайн-курсы по иллюстрации от мастерских МОРСа. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Так, слышно меня? Да, вас отлично слышно. Отлично, я очень рада всех видеть, такой волнительный момент. Вот, ну что, прям можно объявлять результаты? Да, вы можете сказать пару слов о конкурсе и объявить результаты, как там вообще этот конкурс, прониклись ли вы произведением? О, конечно, прониклась. Все, у меня теперь чтение на предстоящие новогодние каникулы, прям обязательно прочитать книгу. Вот. Я даже потом дальше скажу, на каком языке я хочу прочитать. Вот. Спасибо большое участникам. Работы разные, клевые, и очень здорово, что действительно участники были разные, и школьники, и взрослые люди, и студенты, и преподаватели. И, в общем, уровень работ и трепет, с которым люди подошли к созданию этих роликов, меня, конечно, покорил. Вот. Это прям заметно, и за это спасибо большое всем участникам. Вот. И сейчас, наверное, можно начать говорить, кто у нас победил. Вот, третье место. Я хочу сказать спасибо огромное участнику, который занял третье место, за лаконичный, но очень точный видеоряд. Вот, и за тонкое и остроумное, от слова «острый ум», подобранное музыкальное сопровождение этого ролика. Вот, третье место заняла Анастасия Алексеевна Базарова. Спасибо большое. Можно, пожалуйста, сейчас включить видеоролик Анастасии? Мы хотим все его посмотреть. Да. Я вам отправляла ссылку.
Мы хотим позвонить Анастасии Алексеевне и поздравить ее с ее 3-м местом. Пару секунд буквально. Сейчас сделаем созвон, и, возможно, мы даже сможем пообщаться с Аней и сказать свои впечатления о конкурсе, как сложно было ей подготовить работу или, наоборот, легко, почему она вообще решила участвовать. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Да, я вас слышу. Меня слышно? Я вас не очень слышу. Слышу. Я не знаю, смотрели ли вы Я не знаю, смотрели ли вы сейчас эфир. Да, я смотрела. Видели, вы уже знаете, что вы заняли в конкурсе? Да, теперь знаю. Хорошо, можете, пожалуйста, сказать пару слов о вашей работе, о том, как вы ее подготовили. И с нами также сейчас на связи Анна Чеханова, одна из членов жюри и наш генеральный партнер. Также можете с ней обмолвиться пару слов. Было очень интересно работать. На самом деле я тоже не читала до этого произведения, поэтому это сподвигло, вообще этот конкурс сподвиг меня почитать произведение. Я была удивлена тем, что действительно очень интересное, масштабное, такое много столько сюжетных линий, интересных персонажей. Я даже не ожидала, честно говоря, что в нашей бурятской литературе есть такое очень сильное, мощное произведение. Я просто, честно говоря, мало знакома. И была очень рада попробовать себя в жанре такой анимации. В принципе, анимацией я, не занимаюсь, но всегда об этом думала. Это было прекрасным шансом себя в этом попробовать. Спасибо большое. Я поздравляю вас с 3-м местом. Чуть позднее вам отправим вашу лист. Диплом участника. Спасибо большое. Спасибо большое, что вышли с нами. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Хорошо. Спасибо большое, Анастасия. И сейчас, я думаю, Анна уже готова объявить 2-е место. 2-е место, да.
Второе место. Второе место. Мне очень хочется сказать спасибо за тот трудоемкий подход к созданию видео. Очень чувствовалась любовь к рисованию, любовь к деталям, любовь к культуре. Вот. Ну и, конечно же, звуковой ряд и закадровый голос. Спасибо большое. И второе место занимает Виктория Алексеевна Ситникова. Спасибо. Виктория сейчас находится не в России, мы не сможем с ней связаться, но мы обязательно ей передадим и ваши слова, и о том, что она заняла второе место. Да, работа у нее очень красивая, и я вам предлагаю вместе с нами сейчас ее посмотреть. Стильный шар, подобно арбузу, оказался изрезанным и сполосованным на всех широтах. Представители наций, называвшиеся цивилизованными, захватив новые земли, обильно оросили эти земли кровью. И это история о человеке. История об Аламжи. История о семье. История о непрестанном поиске счастья. История о потерях. История о долгом пути домой. История о богатых и бедных. История о святых и разбойниках. Это история о жизни. История о похищенном счастье. Мы посмотрели с вами ролик, который занял второе место, и сейчас я хочу, чтобы Анна уже наконец назвала нашего победителя. Передаю слово. Победители. Я пару слов сказать. Буктрейлер, у него задача побудить смотрящего прочитать книгу. И вот буктрейлер, который занял первое место, он выполнил и перевыполнил этот план, потому что, как я уже сказала, мне очень хочется прочитать эту книгу. Более того, мне хочется ее прочитать на бурятском языке, потому что в ролике очень красивый язык. Вот, за что спасибо большое. И, конечно же, когда я смотрела это видео, я думала, почему эту книгу еще никто не экранизировал, потому что, судя по видео, это должно быть очень красивое кино. Вот, и первое место занимает методическое объединение учителей бурятского языка СОЖ «Проселье». Спасибо большое. Давайте сначала посмотрим видеоролик их, и потом постараемся с ними связаться. Дашарабдан Батажабайн, Ториктен Хобизаянгахын трилогия, Арбын Югудахи зоне Исисва, Хоридахи зоне Ихин Угинутте, Бурят Арада Байтл Тухай, Тиру Уин Ангинода Байтл Нитта Хаража. Тухин явасeye мыргын анажы бушей. Нигидихи бочин гансартылы гыхын роман со гол герой алымжы нахненга ханин нукыр жалмате залгыжы хоби саяненга тыло тымсылы ихилны. Биднерті мұңғын қырықтай, шынағара гансы бұе ябы хугыш. Бешінағатай болжы бұйынып, ұғлауғыр бұдыжы гал түлі құқын манегірті қырықтай болу, нютығыйынға басқыдың ұғыйын абыды қашыне. Ысығы зұп қылынып, зұрқынды тарықыны құру нетік соғы абықық жабодотын. Қыр бұтаны зұп шоу бұл, шарылден байыны. Зу бұғыйты түлір байдылға, қарықы тұқыйға бодықынды бей байсынып, құбе заянны торик долгы. Да зұп шоу қығыз. Зұп шоу қыңғы яқы беп, шарылдай байын оро өреді шо. Шамдықын шарсы құғы. Яғапшы. Үні бағатанды қыңғып. Бурят зоны гурим мартагуш. Шарылдайты худырық болапте. Юқ ашқарапшы. Шарылдан тінік басығы яп қолқая шықая яғапты. Хынте жалылды күмші. Жалмыты. Ямыр жалмыты. Шарылдан тұғылшың. Ю түрі тұғылы күрсі байдық, ұншын барлық басығын ғо. Шыне тұланықы бол құғып. Темі. Шарылдайты худырық болап. Бурят зоны яғар
Бұғыян дылдап. Тыры холвин сағай бәдалар хобис аяға торихын алымжы жарғала олог үшігу үжіғынер қыбыл. Дашарабдың батыжыбен торидігін хобис аяңғығын трилоги хожырлышы ұншықты. Олығын бурят кылыненге орын құрсыя. Захел соболығын үйлі кіргуде хиды ханер қалтайы сегінікіл гізітгіжі найданыпте. Мы связались с представителем команды методического объединения учителей школы Посели и хотим услышать от вас пару слов. Вы нас слышите сейчас? Слышим, да, здравствуйте, спасибо большое. Мы очень-очень рады. Так, а вас не видно, вы можете, пожалуйста, видеосвязь включить? Ой. А сейчас видно? Нет. Если не получится, можно так поговорить. Хорошо, если не получается, мы можем просто послушать ваш голос, ваши впечатления. Надеюсь, вы уже услышали, что заняли первое место. Так. Не видно, да? Давайте, ладно, мы просто послушаем вас, если не получается включить видео. Расскажите ваши впечатления о конкурсе, как вы снимали этот видеоролик. Но мы снимали, работали учителя бурятского языка, методы объединения учителей средней школы Поселья и Волгинского района. Участие принимали все учителя и наши школьники 8 и 9 классов. Но работали очень хорошо, старались. В видеоролике вы снимали в степи. Сложно ли вообще это было сделать? Но мы специально все делали, нанимали видеографа, специально приехали, все снимали, платили. Получается, вы заслуженно заняли свое первое место. И да, спасибо. Скоро мы вам отправим ваш сертификат победителя, диплом первой степени. И хорошо. Спасибо большое, что приняли участие в Очень нашем красивая конкурсе. работа, да. Спасибо большое. Вы уже сподвигли одного человека выучить бурятский язык, прочитать книгу в оригинале. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Анна, спасибо вам, что объявили победителей нашего конкурса. Спасибо, что были нашим партнером, что стали членом жюри, согласились, посмотрели все эти работы и выбрали, скажем так, победителя. Спасибо вам большое. До связи. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Всем большое спасибо участникам жюри, возможно, тем, кто помогал участникам и готовил эти работы. Всем спасибо большое. Дипломы, сертификаты и благодарности за участие мы отправим на ваши почты на следующей неделе. И также вы все конкурсные работы можете посмотреть на нашем сайте и сами их оценить. Спасибо большое. До свидания. Передаю слово директору библиотеки Аине Владимировне. Спасибо еще раз всем большое. Мы завершаем нашу прямую трансляцию.
Те, кто не успел посмотреть, вы можете зайти на наш YouTube-канал и посмотреть уже в записи. Огромное спасибо команде Livestream за организацию прямой трансляции, всем нашим коллегам, читателям, зрителям за то, что присоединились и смогли найти время посмотреть. Плохо? Да. Можно перебивочку заново? А там люди не слышали вообще? Ну, плохо слышу. Слышно? Да. Дорогие друзья, мы завершаем нашу прямую трансляцию. Большое спасибо за организацию онлайн-трансляцию компанию Livestream. Большое спасибо всем участникам, всем зрителям, кто смог присоединиться и посмотреть нас в прямом эфире. А кто не успел, вы можете зайти всегда к нам на YouTube-канал и посмотреть все наши материалы в записи. Спасибо большое за эти видеоматериалы, за подкасты, за наше сотрудничество. Приходите в библиотеку, участвуйте в наших акциях. Спасибо всем участникам конкурса буктрейлеров. До свидания, до новых встреч.